Kilsin o'zing kel yaratam shuni bil Kilsin o'zing kel dalidasin tugul Kilsin o'zing kel dalidasin Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Uftanma g'umirlar yoz gibi o'tadib Shov-shashin kursangda uftanma yoz keladi keta g'umir shulay o'ta Uftanma Yoz keladi keta g'umir shulay o'ta Uftanma Ну что, уважаемые друзья, и сами слышите, Кадриль Руслан, в эфире программы «Секреты татарской кухни». Вот таким вот оригинальным способом мы решили поздравить всех мужчин с наступившим прекрасным праздником, Днем Защитника Отечества. И сегодня у нас в гостях прекрасные ребята. Это, между прочим, первая в Татарстане татарская кавер-группа «Мингазов». Ребят, здрасте, как дела у вас? Все, вы классные же они вообще, смотрите, ну... Первая татарская кавер-группа «Мингазов» специализируется на исполнении кавер-версий татарских песен. Кавер-версия – это новое исполнение существующих композиций. Проект «Мингазов» стартовал в 2018 году. Участники – продюсер и автор идеи Роман Тушев. Вокал – Ильяс Мингазов, обладатель гран-при конкурса «Созвездие Йылдызлы». Баян – Рузаль Зиаддинов. Гитара – Денис Казьмин. Ударные – Тимур Сафаров. Саунд-продюсер Юрий Федоров. Технический режиссер Александр Шаров. Контент-менеджер Элиза Хакимова. Ну что, ребят, мы остались вот в таком вот укороченном составе, если можно так сказать. Это Ильяс и Денис. Они, просто это единственные люди из группы, которые умеют готовить. Петь и играть могут все классно, а готовить только они. Как настроение, друзья? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Все прекрасно. Скажи Яхши, Денис. Яхши. Молодец. Так, ребята, ну что, расскажите вообще, что это вы тут такое принесли? Да, татарлар күчтәнәсез йөрми, шуңа күрә әнием гүбәдия пешереп килде. Спасибо маме большое. Анига Бигзур Рахмет. Мы с Губадей обязательно попьем чай в конце передачи. Спасибо. Я люблю куштанаш вообще. Да. Все, мы это уберем пока немножко, чтобы нам это не мешалось пока. Ребят, ну давайте рассказывать, что мы сегодня будем готовить. Сегодня мы будем готовить манты. Руслан, я думаю, с тестом разберешься ты. Ну, я попробую, я Да, постараюсь. А Денис картошку. Неплохо. Все, отлично. А я возьмусь за мясо. Да, рецепт мантов очень простой, все его знают, поэтому на этом заострять внимание не будем, а сразу приступим. Да. Поехали, ребят, у нас все готово, видите, я тут тестом пока тоже займусь. Держи картошечку. Мелко, наверное, надо будет нарезать кубиками, да? Да, кубиками. Хорошо. Мгм. Да. Ты тогда режь мясо, я вот уже начал тесто. Ребят, скажите честно, мы живем в Казани, мы живем в Татарстане, вы татарская кавер-группа, поэтому вопрос, очень простой. Какое любимое татарское блюдо вообще у вас? Татарское блюдо — это очпочмак Так. и балиш, Угу. и манты. Ну и еще, их очень много, да. Костыбы. Обожаю. Все правильно. Часто готовите дома, нет? А вообще, я больше люблю есть, чем что-то готовить. Это, знаешь, в этом ничего плохого нет, на самом деле. Я тоже раньше так любил, но теперь я вот тут веду передачу, готовлю, и мне жена постоянно говорит, ну что ты, давай, практикуйся дома тоже. Я стал больше готовить. А кто вообще привил любовь к татарской кухне? Мы живем в Татарстане, и в первую очередь мы постоянно связываемся, то есть мы
Мы же смотрим на татарские блюда, то есть мы с ними периодически сталкиваемся где-то в ресторанах, в кафе, даже элементарно там на телеканале ТНВ, Да. как вариант. Есть такой момент, да. И хочется на это попробовать, потому что очень много блюд выглядит довольно-таки аппетитно, и когда ты их пробуешь, и вот примерно так ты знакомишься с ними, что-то для себя открываешь новое. Ну, с татарской кухней все понятно, да? Вы ее открываете для себя в ресторанах, да, в кафе и так далее. А татарскую музыку где вы для себя открыли? Вообще, в нашем народе, я когда был маленький, у нас пели дедушки, бабушки, и у меня это зародилось уже с детства. Денис, а у тебя? Ну, у меня История. было все гораздо проще. Как бы я рос в русской семье, и у меня татарская музыка практически нигде не звучала. Я опять же сталкивался где-то на праздниках, особенно на татарских праздниках, когда ты, например, ты идешь по городу и слышишь, видишь, что какой-нибудь праздник происходит, да, даже элементарно День города. В любом случае, ни один День города в Татарстане не пройдет без татарской песни. Также, когда учился в музыкальной школе, мы отдавали большое внимание татарской музыке классической. И постепенно знакомился, пока не пришел. Вот. А вы все в Казани родились или нет? Я родился в Зеленодольске. И как там в Зеленодольске? Ну, чудесный город. Хорошо. Денис, а ты? Прекрасный. Ну, чудесно, не чудесно, а Альметьевск лучше. О, Ты давай эти аккуратнее, это не Споры, надо. извечный спор. Что лучше, Зеленодольск или Альметьевск? Ну что, ребят, у меня тесто готово. У меня мясо готово. Картошечка готова. Что осталось? Осталось нарезать только лук. Давай. Кто режет лук? Ну, кто хочет плакать? Обычно я плачу в кадре, но сегодня есть еще два прекрасных человека, которые могут это сделать за меня. Выбирайте. Тут как раз 2 лука, так что можем... Все вместе плакать. Ну, Окей, вместе хорошо. поплачем. Я тогда буду немножко раскатывать, наверное, тесто. Сейчас. Ребята, мне нужно будет вас подвинуть чуть-чуть. Сможем это сделать конечно. или нет? Да. Все. Ребята, а кому вообще пришла в голову идея создать татарскую кавер-группу? Изначально все началось с того, что есть такой человек, Роман Тушев, директор нашего проекта. На самом деле ему и пришла идея в голову, да. Подумал, почему бы не сделать татарскую кавер-группу единственную в Татарстане, потому что никто этого до нас еще не делал. И как бы он занялся очень серьезно, отнесся очень серьезно к этому проекту. Потому что хороший контент-менеджер, потому что хороший звуковик, хороший звукорежиссер. Хороший певец. Хороший певец, хороший саунд. Ну, то есть, Что немаловажно, вот между прочим. каждая ниточка вот из этого проекта, она как-то выверена вообще, практически до идеала, и мы работаем над этим. Самое главное, что Роман Тушев любит татарские песни. Ну, а кто же не любит татарские песни? Ну, с какими трудностями столкнулись? Ну, потому что кавер-групп у нас же в городе полным-полно. Те, которые поют русские песни и зарубежные и так далее. А татарские, и были какие-то проблемы? Или, может быть, люди не понимали просто? Скорее были проблемы в дальнейшем, когда уже набрался состав, когда уже начались репетиции, начались проблемы в плане выбора песен. Это довольно-таки сложный такой трепетный процесс, потому что каждой песней мы пытаемся затронуть каждого слушателя именно своей аранжировкой. Так. И мы пытаемся ее сделать по-своему, мы пытаемся по-своему обыграть, сделать эксклюзивный. Ну, слушайте, может, споем что-нибудь, а? Почему бы нет? Время пришло, мне кажется. Mənə dağın gözlər ciddi Mənə dağın yapraq qoyular Salqın qızının sarı düzü Sağış sala könül buyuğa Kilsin, kilsin uzun gel yaradan şunu ben Kilsin, kilsin özün gel Deli desin tügül Kilsin, kilsin özün gel Deli desin tügül Ну, не
невероятно красивая песня. Невероятно красивое исполнение. Ребят, ну вы очень классные, честное слово. Расскажите про состав группы. Начнем с того, что я с Романом Тушевым познакомился около, наверное, 2-3 лет назад. Все началось с одного проекта, группы Фиеста, где как раз таки работал наш сам продюсер, где Роман Тушев был вокалистом. Так. И он позвал меня в этот проект. Юра Федоров, который также работал в этом проекте сам продюсером, стал работать самым продюсером группы Мингазов и помогает нам созданием аранжировок. А Роман Тушев руководит процессом, Так. выбором песни и так далее, и так далее. Ильяс, где ты нашелся? Я в это время учился в Казанском музыкальном колледже имени Ухадеева. Мне позвонил Роман, говорит: Ильяс, тебя порекомендовали в качестве вокалиста. А вообще я с детства пою, прям с садика там, помню, на утренниках выступал, уже когда учился в школе, выступал на различных конкурсах. А помнишь какую-то первую песню, которую ты пел на сцене? Да, да. Что это за песня была? Песня про маму с папой. Әтияни пары қанат, бәхітігіз көгінде, рәхметібіз жүректен, жырлар болып төгілі. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Так, у нас начинка готова. Осталось добавить фарш и специи. Ага, специи что у нас? Соль, перец? Да. Так, соль и перец. Держите. Размешивайте пока. Я пока буду, значит, нарезать. Нам нужны квадратики. Да. Где-то примерно 10 10 на 10. Фарш. Кстати, стоп, а мы же уже мясо нарезали туда. Зачем фарш-то еще? Это фирменный рецепт моей мамы. И Так. вообще повкуснее. Повкуснее так будет, да? Да. Ну, слушайте, у меня нет причин вам не доверять, на самом-то деле, поэтому тем более не доверять твоей маме. Так, остальные ребята, у нас еще есть баянист, есть ударник еще. Они откуда нарисовались? Тимур Сапаров — это наш барабанщик, ударник нашей группы, сердце нашей группы, как говорится. Он с легкостью согласился и принял участие в этом проекте. Мы его до сих пор творим, Творите, делаем между музыку. прочим, хорошую музыку, хорошие вещи Да. вы делаете. А Рузалия, вот Рузаль, это вот Да, тебе вопрос. Розалией, скажу я. Когда я поступил в первый курс в колледж имени Ухадеева, Мгм. Рузаль учился в 4 курсе. Вот мы там с ним познакомились. Всегда, когда у меня было окно, я шел на 3-й этаж, где сидели баянисты. Так. Вот, и мы с ним каждый раз пели татарские народные песни. Вот, и так мы и сдружились с ним. Как раз, когда Роман пригласил меня в качестве вокалиста, он сказал: захвати баяниста хорошо. Вот я сразу подумал о Рузале. Начинка готова, тесто готово, давайте лепить. Показывай, Ильяс. Тебя же мама научила, как правильно делать? Конечно. Ну все тогда, значит. Давай нам тоже сразу чик-чик положи. Главное с Денису. начинкой не переборщить и чтобы мало его не было. Давай, Ильяс, поехали. Так, берем уголочки, я так понимаю, да? Да. Ага. Лепим. Лепим. Так, здесь еще вот так вот один на другой надо обязательно. Да. Хорошо защипывать надо, да? Чтобы Да, потом не теперь развалилось. В Так, другую сторону. так же. Угу. Мгм. Так, теперь края. То есть края сначала закрываем, Угу. вот, и также лепим. А как вообще к татарской эстраде относитесь, пацаны? Честно давайте. Вообще и неплохо, и не... Хорошо. Нет, хорошо, хорошо. Хорошо, я слушаю многих артистов и беру у многих пример. Так, То и есть как они поют, как они живут. получилось? Смотри, Да. у кого порвался? У кого? У Дениса порвалось, смотрите. Опа, посмотрите внимательно. Ничего, сейчас мы тебя научим. Это был первая мантушка у тебя комом пошла, поэтому давай дальше, поехали. Так. Дальше. Денис, а у тебя кто из татарской эстрады? Есть какие-нибудь любимчики, нет? Я скажу проще. Я люблю современное звучание. Я люблю современное звучание на татарский лад. Татарская музыка очень приближается даже к европейской музыке, к известным
русским песням современным, поп, да, и можно услышать какую-то современную татарскую песню в довольно-таки простой аранжировке, да, современной, но она будет татарской. И это классно, я считаю. Круто. Ну, говорить можно вечно о татарской музыке, да? Но еще лучше ее слушать. Поэтому, ребят, ну еще одну песню от вас, пожалуйста. Akayınlar arasından, akayınlar yanına Kırıp gittin sen yürüp, ey kağına kağına Sıvısının ak gülmege, sen akıllıkka kömüldün Gözlerim sen üzünde kayını bulup görünedin Kaysı kayında, kaysı sen ayranı dik duran Yalğız kayınlı kışkanman men ana sen dep duran Kaysı kayında, kaysı sen ayranı dik duran Yalğız kayınlı kışkanman men ana sen dep duran Yalğız kayınlı kışkanman men ana sen dep duran Men ana sen dep duran Так, ну что, манты готовы? Ребят, выкладываем специальную формочку. Естественно, заранее мы все это смазали маслом. Да. Водичка у нас кипит. Все. Закладываем. Сколько примерно готовиться должно? 45 минут. 45 минут. Прекрасно. Ну, есть какие-то волшебные слова? Бисмилляхи рахмани рахим. Это самые волшебные слова. Все, друзья, готовим. Ну а мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. После этого вернемся и продолжим. Манты. Из яиц, воды, соли и муки замесили тесто. Репчатый лук, картофель и часть мяса нарезали маленькими кубиками. Другую часть мяса прокрутили в фарш. Все ингредиенты начинки выложили в миску, посолили, добавили перец, приправы и тщательно перемешали. Тесто тонко раскатали скалкой и нарезали на квадраты размером примерно 10 на 10. В середину поместили начинку, сформировали манты, выложили их на смазанные сливочным маслом решетки на товарке и готовили на пару 50 минут. Готовые манты перед подачей на стол полили растопленным сливочным маслом. Ну что, друзья, я напоминаю, вы смотрите «Секреты татарской кухни». И у нас сегодня в гостях первая в Татарстане татарская кавер-группа «Мингазов». И мы, конечно, поздравляем всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Итак, манты у нас готовятся. Что будем делать дальше? Делаем пирог к чаю. Отлично, пирог к чаю. Да. Это легкий, простой рецепт будет или нет? Самый легкий. Моя помощь нужна будет какая-то в этом? Да. Отлично, поехали тогда. Как мы готовим этот пирог? Взбиваем белок, Так. добавляем сахар, Угу. добавляем желток, разрыхлители, ванили и муку. И все. И все. Да. Все это смешиваем, выпекаем, и пирог готов. Прекрасно, простейший рецепт. Я предлагаю начинать уже. Давайте. Какие планы, друзья, у вас на будущее? Завоевать мир, не знаю, татарской эстрады, стать лучшими, стать первыми? Да. Да, прекрасные планы. Что вы делаете для этого? Ну, вопрос такой. Мы набираем большое количество репертуара, который разноплановый в первую очередь, который несет какую-то смысловую нагрузку для каких-то определенных целей. Кстати, в августе 2019 года у нас был первый сольный концерт в Альметьевске, где присутствовало 1000 людей. Воу, и как успехи там? Прокачались эти 1000 человек, нет? Они были в большом восторге и приглашают нас снова туда приехать и выступить. Вы же поете каверы. Да. Это уже известные песни. Эти песни до вас кто-то пел. Есть конкретные исполнители. Как они реагируют на это? Вообще, наверное, хорошо. У нас с ними очень дружеские отношения. Мы очень часто видимся со многими артистами, и они только рады. Ну нет такого, что, ой, ребят, вы нам не так спели, как в оригинале, нет? Нет, это же кавер. Мы поем по-своему. Мы не делаем стопроцентный оригинальный кавер. Мы делаем что-то и свое. Мы делаем свою эксклюзивную аранжировку, которая кардинально отличается от оригинала.
но при этом она ничем не хуже. Я на самом деле в этом не сомневаюсь. И для того, чтобы наши зрители еще раз в этом убедились, друзья, еще одна песня. Atlar şıktım inşanasız, шығып кеттім шарасыз. Көрер көзге зұрда түгіл, шеберлікке шабасыз. Алма бірлі, алма шәшәк өттірілі. Башқаларға көзде салмайм, сені көргеннен берілі. Ай, хирлау, 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 ай, хирлау, хирлау, лау. Ай, хирлау, 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 ай, хирлау, хирлау, лау. Atlar şıktım inşanasız, шығып кеттім шарасыз. Көрер көзге зұрда түгіл, шеберлікке шамасыз. Алма бірлі, алма шәшәк өттірілі. Башқаларға көзде салмайм, сені көргеннен берілі. Ай, хирлау, 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 ай, хирлау, хирлау, лау. Ай, хирлау, 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 ай, хирлау, хирлау, лау. Сбили, значит, мы белок с сахаром, Да. добавляем желтки. Желток. Так. Ну, смотрите, с песнями других артистов все понятно. Вы делаете свою аранжировку, вы делаете это классно. А пробовали писать свои песни? Вроде как в планах. В процессе. Мы собираемся это сделать, потому что у Ильяса есть уже свои наработки, свои тексты. Как бы написать музыку это гораздо проще, чем на самом деле придумать идею, текст и в целом. А с музыкой разберемся уже. Конечно, идея есть, все будет. Все. Ну, слушайте, я вам желаю удачи, чтобы все у вас получилось обязательно. И у нас тоже тут все получится, между прочим. Итак, переливаем? Да. Окей. Дальше отправляем в духовку на 30 минут. А дальше будем украшать сгущенкой и бананами. Все, мы отправляем и будем пробовать. Пирог к чаю. Яичные белки отдельно взбили с сахаром в пышную пену, добавили желтки, разрыхлитель, муку и замесили тесто. Выложили в форму и запекали в духовке 30 минут. Готовый пирог украсили сгущенкой и бананами. Друзья, мы все приготовили. Мы молодцы, манты готовы, наш пирог к чаю готов. Надо пробовать, я думаю, да? Да. Я предлагаю начать с манты, если никто не против. Так. Ильяс, ну, однозначно передай огромное спасибо своей маме за этот прекрасный вкусный рецепт. Это очень вкусно. Сочетание, кстати, вот этих кусочков мяса и фарша, ну, какое-то необычное. Я такие ни разу не пробовал. И это классно. Так, друзья, ну пришло время пробовать десерт. Вот что у нас получилось. Посмотрите внимательно. Вот у нас бисквит. Мы его разрезали, промазали сгущенкой. Там бананы. Ну, все. И мне кажется, это должно быть вкусно. Так, ну-ка. Мне кажется, это было невозможно приготовить невкусно, и у нас все получилось. Невероятно, невероятно. Превосходно. Пирог у нас получился. Ну что, наша программа подходит к концу. Я еще раз хочу поздравить всех мужчин с 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. Дорогие друзья, мы с группой Мингазов тоже хотим присоединиться к этому прекрасному поздравлению. Скоро будет праздник 23 февраля, поэтому от всей души поздравляем всех молодых людей с этим прекрасным праздником. Не только человек, который служил в армии, должен быть поздравлен в этот день. Я считаю, в первую очередь, человек, который может учить свою семью, своих любимых и близких. Ну что, друзья, это были секреты татарской кухни. Смотрите нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была первая татарская кавер-группа Мингазов. Ребят, спасибо вам огромное за то, что вы к нам сюда сегодня пришли. Было очень приятно с вами познакомиться. Я не могу вас отпустить, но без еще одной песни, чтобы все наши зрители еще разочек прочувствовали эту хорошую музыку. Сағынып яна йөрәк, очрашабыз ник сирәк. Яшәр өчен миңа бары син кирәк. Сиңа барыр юлында үсә куе тал тирәк. Адаштырмас өчен юлда миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны
Сыйдырады бір йөрәк Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.